Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, Қарағанды облысы өңірлік коммуникациялар қызметі сіздермен бірге тікелей эфирде. Бүгінгі брифинг тақырыбы Абай шахтасындағы төтенше жағдайды тергеу бойынша үкіметтік комиссия жұмысының қорытындысы туралы болмақ. Добрый вечер, уважаемые телезрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Карагандинской области вышла в прямой эфир. Тема сегодняшнего брифинга — итоги работы правительственной комиссии по расследованию чрезвычайного положения на шахте Абайская. Бүгінгі ақпарат қаламыздың спикерімен таныс болыңыздар. Ильин Юрий Викторович, Казахстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі. Добро пожаловать, Юрий Викторович. Слово предоставляется вам. Пожалуйста. Спасибо большое. Но прежде всего мне хотелось бы от себя лично, от лица правительственной комиссии выразить еще раз слова соболезнования родным и близким, которые потеряли своих родных в инциденте, который произошел 7 ноября текущего года на шахте Абайской, в результате которого 6 человек погибло. Комиссия отработала в полном составе, была создана по распоряжению премьер-министра Республики Казахстан. Были привлечены экспертные организации, в том числе дислоцированы на территории Казахстана. Были приглашены эксперты из ближнего и дальнего зарубежья, в частности, российские институты представляли город Москва, Кемерово, Санкт-Петербург. И была приглашена экспертная компания, которая дислоцируется в городе, точнее в Германии. Значит, общие выводы, и я доведу, наверное, позже. Сейчас я хотел бы несколько остановиться на самом расследовании причин, что послужило и как это происходило. Значит, на данном забое вентиляционного штрека, как он называется, К-10, в период со 2 ноября по 4 ноября проводились подготовительные работы по бурению разведывательных и опережающих шуфтов, которые позволяли снизить газодинамическую нагрузку и не допустить выброс метана. Именно 7 числа в 8 часов утра заступила так называемая смена, это техническая смена, которая подготавливала определенные, проводила виды работ, связанные с продолжением работ по бурению. Никакие буровые работы в тот период не производились. Значит, после заступления первой смены были зафиксированы 8 часов 20 минут практически начало выбросов и превышения сработки по датчикам, находящимся непосредственно в забое, превышение концентрации метана, которые происходили с увеличением в каждые определенные, где-то порядка шаговый порог 20-30 секунд, и максимальное пороговое значение достиг более 41% выброса метана, что является уже критичным и небезопасным для жизни и здоровья. Значит, хотел бы отметить сразу, что благодаря оперативным действиям по определению превышения загазованности данной шахты дежурным диспетчером, который находился на дежурстве в это время, было принято решение об отключении аварийном электроснабжения. Была подана команда о том, что у нас превышение концентрации для эвакуации работников данного забоя. И, наверное, благодаря действиям дежурного диспетчера можно сказать, что количество жертв, которые, к сожалению, у нас, как я говорил, является 6 человек, удалось избежать больше трагических последствий, потому что могло произойти воспламенение, соответственно, возгорание и гибель всех 64 человек, которые находились в это время в забое. Но, к сожалению, события развивались очень мгновенно. Те 6 человек, которые находились непосредственно в забое, практически в течение 2-3 минут получили отравление, несовместимое с жизнью. Благодаря действиям одного из работников этой же шахты, который после того, когда увидел отключение электроэнергии, он включился в самоспасатель. Благодаря его умелым действиям мы сегодня видим, что 2 человека, которые пострадали в результате данного инцидента на шахте, они остались живы. Затем приступили уже непосредственно к работам газоспасательные подразделения, которые подняли наверх тела 6 работников, которые погибли в результате данного инцидента. В целом, если говорить о выводах комиссии, то комиссия единодушно и с мнениями экспертов, в том числе после обсуждения, дважды выходила непосредственно в место происшествия,
определяла различные причины, рассматривались. И данный групповой случай у нас произошел вследствие аварии непосредственно при исполнении своих трудовых обязанностей на рабочем месте, в рабочее время. И значит, у нас подлежат как учету как несчастный случай на производстве и оформляется актами о несчастном случае, связанными с трудовой деятельностью. Степень вины работников, которые погибли в результате, комиссия установила, что их 0%, то есть вина работников, которые пострадали и погибли в шахте, не признана. Степень вины работодателя со стороны ArcelorMittal признана у нас 100%, но в то же время хотел бы объяснить, что мероприятия, которые не проводились и могли привести, они не проводились не только в этот период непосредственно, они проводились на протяжении определенного времени, что в том числе могло спровоцировать образование подобных явлений. В целом, если говорить о причинах, которые послужили, то данный несчастный случай у нас подразумевает как аварию вследствие газодинамического явления с выделением газа, метана и выбросом горной массы, не классифицированной согласно действующим документам инструкции по ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам газа и угля. Кроме того, как я сказал, комиссии выявлены нарушения, не повлиявшие на данный несчастный случай, это нехватка численности рабочих и технического инженерного состава. Второе, это работодателем не в полном объеме производилась разведка геологических нарушений на полях шахты. Третье, работодатель несвоевременно производил обновление оборудования технологических устройств. Четвертое, работодателям не в должном количестве внедрялись новые технологии и своевременное оборудование, минимизирующие все риски на рабочих местах. Это говорит о том, что акты заключения комиссии, которые мы выдали, будут переданы следственным органам, и решение следственных органов в дальнейшем определять уже круг конкретных должностных лиц, виновных в данной аварийной ситуации. Поэтому на сегодня комиссия завершила свою работу. Определять конкретное должностное лицо, виновное в невыполнении или, будем говорить, превышении своих полномочий или некачественное исполнение, комиссия не имеет права. Мы определили степень вины работодателя, и в дальнейшем следственные органы будут проводить уже те мероприятия, которые связаны в рамках возбужденного уголовного дела. Поэтому такие выводы на сегодняшний день комиссии. Все члены комиссии подписали акты, работодатель, соответственно, согласился со всеми доводами. Работодателям предусматривается в том числе и социальный пакет для членов семей, погибших в данном происшествии. И согласительная комиссия, которая работала, возглавляемая акиматом Карагандинской области, со всеми шахтами, пришла к будем говорить, единому мнению, это и повышение социальных выплат определенной категории. Я думаю, акимат уже отдельно довел информацию касаемых вопросов социальной защищенности. И в дальнейшем компания ArcelorMittal предполагает подписание соглашения с правительством по увеличению вопросов финансирования, связанных с обеспечением безопасности деятельности и угольного разреза, и металлургического комбината. Такова, будем говорить, на сегодняшний день обстановка и таково заключение правительственной комиссии. Благодарим за предоставленную информацию, Купер Ахмед. К нам поступил ряд вопросов, позвольте их озвучить. Ксения Бескровайная задает свой вопрос. Действительно ли ремонтным рабочим выдали наряд на проходку? Если да, то почему? Какой был план по проходке в забое, где погибли рабочие? Ну, если разрешите, я несколько обращусь к самому документу. Действительно, 7 ноября звену работников в составе 6 человек был выдан наряд на усиление груди забоя деревянными анкерами, на рост вентиляционного ствола, а также побелку горной выработки. Также было дано устное распоряжение начальника участка на окончание цикла с правой стороны и крепление правой стороны. Это говорит о том, что люди находились в забое на полных основаниях, никаких работ по выработке или добыче угля в то время не проводились. Эта бригада проводила подготовительные работы. И все разрешающие документы на сегодняшний день имеют свою законную силу, и люди действительно были направлены туда для проведения данных работ.
Анастасия Багрова задает свой вопрос. Объясните про третьего шахтера, кого и как он точно спас, какие работы проводили в забое, какие правовые последствия будут и для кого, кто признан виновным, и степень вины непосредственно работодателя ArcelorMittal Тимиртау, и какой урок извлечен из этой трагедии, что изменится в плане безопасности труда и работы. Ну, я уже коротко в своем выступлении сказал, что действительно один из работников шахты, когда произошло отключение, он включился в самоспасатель и пошел непосредственно в шрек забоя, где увидел несколько тел своих коллег, которые уже не подавали признаков жизни. Один из коллег, который подавал признаки жизни, он его включил в самоспасатель, тем самым спас ему жизнь. И, соответственно, он уже потом, почувствовав себя плохо, вышел из штольни, где была оказана помощь уже непосредственно и сменой, и прибывшими спасателями. То есть этот человек действительно совершил, я считаю, что героический поступок. Он помогал своим товарищам до последнего, но, к сожалению, как я сказал, тот выброс метана, который превышал допустимые значения многократные, он не позволил людям вовремя включиться в самоспасатель, и была практически мгновенная смерть. Соответственно, по моему поручению и при разговоре, в том числе и с руководством шахты, и газоспасатели, которые занимались поисково-спасательными работами, и непосредственно этот шахтер, а также диспетчер будут представлены к ведомственным наградам за активное проявленное мужество и героизм при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и поведения именно в ней. Что касается вины, как я сказал уже, вину у нас определяет в конечном итоге, имеет право только суд. Следственные органы будут продолжать работу, и, соответственно, материалы будут переданы и доведены до суда. А уже виновность конкретных должностных лиц, степень ответственности и конкретные сроки возможные, которые при наступлении группового несчастного случая уголовной ответственности будут отвечать уже непосредственно в суде те, которые будут доказаны следствием. Выводы из этого, как я сказал, что на предстоящую перспективу компания ArcelorMittal спланирует вливание большого количества финансовых средств для обеспечения безопасности. Мы сегодня проговаривали этот вопрос, обязали в том числе в акте, что необходимо. И прежде всего они должны решить вопросы социальные для тех членов семей, которые погибли. И непосредственно на будущее должны обеспечить безопасную работу всех людей, которые работают на производствах ArcelorMittal. Спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. На уровне правительства обсуждали возможность ввести ответственность за подобные инциденты для самих компаний и высокого руководства этих компаний. Будет ли продолжена работа в этом направлении на законодательном уровне? Ну, я думаю, что законодательная база на сегодняшний день у нас довольно-таки уже отработана, устоявшаяся, что в любом случае ответственность первых руководителей организации, она четко определена, вплоть до уголовной ответственности, поэтому в этом случае при проведении следственных мероприятий вина того или иного руководителя будет уже обозначена и определена. Спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. Айнур Балакешева. Ранее вы публично выражали недовольство работой судов, которые лояльны к ответчикам по вашим искам и назначают относительно мягкие наказания за нарушение техники безопасности. Вы готовы встретиться с судьями и обсудить эту проблему? Ну, готовность министерства со всеми встречаться, в том числе и с судейским корпусом. Но я думаю, что судьи действуют на основании действующего правового поля, и у судьи есть возможность или более строгое наказание, или меньшим, так сказать, уровнем ответственности наказывать человека. Поэтому это право судьи, и вмешиваться в деятельность судебной системы министерство и лично министр не должен и не обязан. Спасибо. Следующий вопрос. Айнур Балакешева и Айжан Куаш дублируются, но вопрос один. Сколько человек подозревают или проходят в качестве свидетелей? Можете раскрыть причастность к событию, кто, где, в чем ошибся? Ну, как я назвал, что в это время на шахте находилось 64 человека, это те, которые были в забое, они тоже являются свидетелями, плюс непосредственно руководство шахты, руководитель шахты, главный инженер, инженер по технике безопасности. Все эти лица пока находятся в стадии свидетелей, их проведен опрос, в том числе и специалистами по линии промышленной безопасности, охраны труда, следственных органов, а уже компетентность следственных органов переквалифицировать из свидетеля уже непосредственно в подозреваемого. Поэтому здесь дело следствия, и разглашать условно работу наших коллег с МВД пока мы не имеем права.
Спасибо. Вопрос от Нурухана Каумханова, информационное агентство Сарыарка Ньюс. Некоторое время назад Абайская шахта была закрыта за несоблюдение требований безопасности. Позже по решению суда возобновили эту работу, потом случилась катастрофа. Есть ли связь между этой трагедией и техническими неполадками того времени? Ну, как я выступал на первичном брифинге, который проходил здесь же в вашем телецентре 7 числа непосредственно, да, действительно нами ранее подавалось исковое заявление по нарушениям, в том числе по мероприятиям по дегазации. Все нарушения, которые были выявлены и поданы на них материалы в суд в дальнейшем при проверке, были устранены. Поэтому связывать деятельность предыдущего, будем говорить, нарушения с сегодняшним, то, что трагедия произошла 7-го, пока не приходится, потому что это газодинамическое явление, которое не было предвестников при работе 4-й смены, и именно в кратчайший период времени, как говорил, с 8 часов 20 минут до 8:23 произошла эта трагедия с выбросом, во-первых, горной массы более 200 тонн, и плюс выброс метана произошел при объеме, если данные, которые мы расчеты произвели, в среднем непосредственно в забой у нас поступало в первые минуты до 8000 кубов газометанной смеси, что, соответственно, сравнимо, но это для телезрителей, более 800 КАМАЗов, которые имеют емкости, или грузовые машины, емкости для перевозки газов одновременно в первые минуты. Общая загазованность, мы просчитали, было более 400 тысяч кубических метров в течение определенного времени, это более 40 минут. Спасибо. Следующий вопрос от Адибиета Бельгабаева, газета «Орталық Казахстан» в Карагандинской области. В шахтах за последние 20 лет в результате такого взрыва погибло 111 человек. В связи с этим руководству компании, вероятно, следует оснастить производственный процесс передовыми технологиями и усилить меры безопасности. Предъявляются ли эти требования к владельцам компании? Если да, то какие? Да, действительно, трагедии у нас на шахтах Карагандинской области, к сожалению, не редкость. И трагедии именно группового случая. В этом отношении я хотел бы еще раз обратить внимание, что именно сработка тех датчиков, газоанализаторов, которые находятся непосредственно у каждого шахтера, и групповые газоанализаторы, которые находятся в шахтах на определенном расстоянии друг от друга, они как раз и позволили диспетчеру принять правильное решение по отключению электроэнергии, не дожидаясь сработки автоматики. Это говорит о том, что действительно, даже сравнивая предыдущие года, компания уделяет внимание, в том числе и повышению безопасности работников, но тем не менее в рекомендациях комиссии нами сказано, что на сегодняшний день мир не стоит на месте, есть новые технологии, которые позволяли бы дегазировать горизонты путем бурения скважин, в том числе и наружных скважин, потому что Карагандинский бассейн, он является сильно загазованным по метану, поэтому должны проводиться подготовительные дегазационные мероприятия. Необходимо в том числе внедрять новые технологии по контролю нахождения шахтеров, что уже предпринято на одной из шахт. Поэтому, я думаю, наши требования будут постоянно усиливаться непосредственно к руководству ArcelorMittal, и со временем, я думаю, мы должны увидеть заметные изменения в вопросах безопасности. Спасибо. Следующий вопрос от Фархата Кинжетаева, газета «Индустриальная Караганда». Какова степень ответственности работодателя за произошедшую аварию? Ну, степень ответственности, как я говорил, определяет суд. Это от административной до уголовной ответственности. Поэтому дождемся следствия, дождемся решения суда, которое вынесет уже окончательный вердикт. Спасибо за ответ. Марина Иниватова, журналист телеканала Астана ТВ, хочет задать свой вопрос. Пожалуйста, предоставляем вам эту возможность. Добрый вечер, Марина Иниватова, телеканал Астана. Подскажите, пожалуйста, ставила ли комиссия правительственная перед собой такой вопрос? Повышалась ли концентрация газа в предыдущие дни до ЧП? Да, мы рассматривали эти все вопросы. Действительно, мы наблюдали, и поэтому переданы были материалы в суд о том, что, как я говорил, ранее были факты выброса метана, повышения концентрации, соответственно, не были достаточно приняты мероприятия по дегазации, поэтому мы подавали в суд. После того, когда были все мероприятия устранены, шахта продолжила свою деятельность. Немного о другом вопрос. Предположим, 6 ноября, 5 Нет, 5, 6, 4 ноября, то есть в преддверии работы непосредственно первой смены, никаких признаков по загазованности, превышению концентрации не было.
Я еще раз объясню, что у каждого шахтера имеется собственный газоанализатор, который сработает при критических, будем говорить, выбросах метана. Есть на шахте датчики, которые в том числе работают в автономном режиме при отключенной электроэнергии. И они только зафиксировали именно с начала 8:23, 7 ноября. А какова будет рекомендация комиссии по работе шахты? Будет ли вообще работать шахта? Что вы рекомендуете? На данное время работа на этой шахте приостановлена, пока не будут выполнены дегазационные мероприятия, и, скорее всего, будет принято решение на данном пласту прекратить работы, а выработки продолжать на тех участках, которые еще имеются на данной шахте. Спасибо. Құрметті әріптестер, тағы да қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ жоқ болатын болса, Қарағанды облысы өңірлік коммуникациялар қызметі сіздермен бірге қоштасады. Құрметті көрермен, осымен біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескен.